Напольное покрытие, окна и кровля. Теперь школа на 200 мест почти обновлена. За всего 2 месяца рабочие смогли превратить старое ветхое здание в современное образовательное учреждение, соответствующее всем требованиям к образованию. Работы по капитальному ремонту сейчас на стадии завершения. Подрядная организация обещает, что к 1 сентября дети не узнают стены своей родной школы. В капитальном ремонте нету такого, чтобы ты трогал двор и благоустройство. В капитальном ремонте. Это мы уже от себя сделали, так как республика наша, дети наши, чтобы самим спокойно спать было. Что осталось вот сделать? Мелочи, косметический ремонт называется это в строительстве. Это уборка, но этим нам помогают учителя. Плюс маленькие покраски стен, где запачкали сами же рабочие. И завоз оборудования. Он уже 80% как выполнен, но 20% уже заказан. Ждем. Преображение по нраву и директору школы Фатиме Албагачиевой. Она уже 25 лет работает здесь. Делится, что школа очень нуждалась в ремонте, ведь ей почти 100 лет. Учебное заведение оставило свой отпечаток в истории становления республики. Это была единственная школа на 2 села – Альтиево и Гамурзик. Ну, так считался одним селом. Строил нашу школу казак со станицы Троицкая по фамилии Шамилев. Камень для строительства школы они возили с реки Сужа на телегах, кирпич с Владикавказа. За 2 года он отстроил эту школу. Основатель школы подарил нашей республике таких талантливых выпускников, как писатели Салман Азиев, Абдулхамид Гойгов, профессоров Арсамака Мартазанова и Маку Албагачиеву. Благодаря своей конструкции и материалов из речных камней прочность до сих пор не уступает новым зданиям. Архитектурное наследие вдохновило директора сохранить дизайнерское решение того времени, дух 20 века. Здесь планируют установить специальные парты, доски, двери и не только. Словом, все должно сочетаться с интерьером старой школы. Это парта Эрисмана, так как школа наша с 1926 года, и фасад здания мы сохранили, мы решили сохранить дух того времени. Сделать окна деревянными – это очень дорого, поэтому подоконники у нас будут деревянные, двери у нас тоже деревянные, как вы видели, да, вот именно такие же, как были в то время. Вот по их эскизам изготовлены эти двери. И также мы заказали парты Эрисмана. Как мы знаем, эту парту придумал швейцарский врач, который работал в Петербурге. Это чтобы у детей каллиграфия была красивая, зрение хорошее и осанка правильная. Также у нас будут здесь установлены гриферные доски. Всего школа состоит из 2 блоков. Второй был построен в 1965 году прошлого столетия. Там размещен пищеблок, спортзал, несколько учебных и медицинские кабинеты. Если фасад старого здания оставили, то тут решили его обновить на новый. Также поставили ячейки с огнетушителями. Строительными работами занимается подрядная организация ООО ТММ «Строй». Они гарантируют качество капитального ремонта. Качество я лично отвечаю. Работников сам нанимал, материал сам выбирал. За работами мы следили с прорабом вместе. Так что качество высшее. Ремонт школы проходит в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» и государственной программы развития образования. Благодаря проекту планируют создать в России комфортную, безопасную, современную образовательную среду, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты. Всего в Ингушетии в этом году планируют отремонтировать 16 школ. Более миллиарда рублей выделено, более 1 100 000 000, так скажем. Рублей выделено на капремонт. Это хороший подспорье для нашей республики. Благодаря этой программе мы смогли и еще в дальнейшем, у нас и 24-25 год планируется провести капитальный ремонт по школам. Она дает программу возможность старые школы отремонтировать. Уже в конце августа все 16 школ будут готовы к новому учебному году. Реализовать проект планируют до 2025 года. За этот срок будут отремонтированы еще 16 школ республики. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев. Новости 24.